Наш эфир продолжают новости из студии «На открытом воздухе». Это News on Air, и я его ведущая Надежда Саханская. В этом выпуске мы вам расскажем о том, что происходит в Якутии, за ее пределами. Наши корреспонденты поведают о республиканских мероприятиях. Мы поговорим об активном отдыхе и, конечно, покажем потрясающие кадры, снятые на открытом воздухе. И, как обычно, начнем наш выпуск с очередными достижениями. Театр оперы и балета Якутии собрал аншлаг в Тюмени. Тюменский Большой драматический театр стал открытием гастрольного тура якутских артистов по городам Урала. Один из секретов – яркие, зрелищные и сочные проекты. По словам директора и художественного руководителя Театра оперы и балета Якутии Сергея Юнганса, красочный интересный продукт ориентирован на многие поколения зрителей. Он подчеркнул, что гастроли приурочены к столетию образования Якутии, и для нашей публики будет организовано специальное шоу. Продолжим говорить о культуре. Ленский театр теней готовит к Пасхе спектакль «Как масленичный блинчик куличиком стал». Постановку представят в стенах воскресной школы 24 апреля. А накануне Ленский театр, как и коллеги со всего мира, отметили День кукловода. В честь праздника наши коллеги решили выяснить, что такое театр теней и кто в нем играет. Случилось однажды, я дивную ночью увидела свет, удивительный очень. Зажглась звезда, озарив мои ясли. О чем могут мечтать деревья? Стать кораблем, ларцом у царя и просто расти ввысь. По крайней мере, об этом рассказывает линчанам сказание о деревьях. Это спектакль театра теней. Он работает при воскресной школе. Театр теней – это визуальное искусство, где актеры используют полупрозрачный экран и плоских кукол. Ими управляют с помощью тонких палочек. Марионеток прислоняют к экрану, так что зрителям видна тень. Знакомство с театром произошло через моих детей. Вот у меня 3 детей. Тогда я еще не работала, они были маленькие, и каждый вечер перед сном я им читала сказки. Но хотелось чего-то необычного. И как-то вечером я вырезала фигурки из красной шапочки и на палочки их насадила. Ну и дальше, когда я уже пришла сюда работать, то предложила именно вот теневой театр. Оказалось, что директор как раз тоже хотела заниматься теневым театром. В этом театре нет профессионалов. Здесь исключительно школьники. В коллективе 12 кукловодов. Столько же на счету у театра спектаклей. В основе сюжетов добрые сказки зарубежных и российских авторов и сказания, связанные с христианством. Спектакли показывают не только в воскресной школе. Кукловоды выступают в детских садах и городских школах. Процесс создания марионетки долгий. Сначала выбирают сказку, делают раскадровку сюжета, отрисовывают куклу на бумаге, вырезают детали, ламинируют, снова вырезают. Кропотливая работа. Уже потом отдельные части куклы скрепляют между собой с помощью шарниров, чтобы придать движение марионетке, как Герди из постановки «Снежная королева». Чтобы управлять марионетками, нужны как минимум сильные руки. Ведь марионеткой нужно управлять на весу. С первого раза это выходит не у всех. 15-летняя Аня освоилась за пару репетиций. Девушка пришла в театр в прошлом ноябре. Дебютировала в роли бабушки Кая из «Снежной королевы». Меня, как говорится, заставила подруга. Сказала, что это завораживающее искусство, волшебное. Мне больше нравится озвучивать роли, так как я люблю очень много читать, говорить. И меня очень привлекает. Театр Астери финансирует районное управление культуры. Однако все средства направлены на расходные материалы. На все остальное, к примеру, поездки на международный конкурс, ищут спонсоров. В этом году у театра появилась новая ширма. Ее смастерил отец ученицы театра. К Пасхе театр подготовит детскую постановку «Как масленичный блинчик куличиком стал». Валентина Фирстова, Олег Соснин, Артур Хасанов, телеканал «Алмазный край». Также на днях свой профессиональный праздник отметил Республиканский театр кукол. В Нерюнгре он был открыт в 1985 году. Что изменилось за это время и как сейчас работает это уникальное учреждение, расскажет Ирина Кичугина. В августе 1996 года сгорело старое здание театра. В огне погибли все куклы и декорации. Тогда театр переехал в новое здание бывшего Дома культуры имени 40 лет Победы. Оно и стало постоянным домом для новых кукол. В прошлом году театр открыл свой 37-й творческий сезон. Уже состоялась премьера спектаклей «Китайская история» и «12 месяцев». До конца сезона еще предстоит проделать большую работу. В апреле мы для наших маленьких зрителей подготовили спектакль «Чудо-репка» по пьесе Шувалова.
И будет также в малом зале премьера спектакля малой формы «Навстречу солнышку». В мае месяце мы специально для наших зрителей подготовили прямо цикл спектаклей на военную тему. Это у нас «Снегири», «Судьба» и «Бедный Марат». На этой неделе театр отметит сразу 3 профессиональных праздника. Это Международный день кукольника, День театра и День работника культуры. И вот как раз к Международному дню театра, приурочив к нему, 26 марта мы планируем премьеру. Новую премьеру спектакля драматического для взрослого зрителя по произведениям Михаила Зощенко. Спектакль называется «Неудачный день». Ну, сами понимаете, Зощенко, значит, соответственно, комедия. Сейчас в театре работает 46 человек. Среди них есть те, без кого театр кукол невозможен. Это бутафоры, изготавливающие кукол. Они настоящие мастера своего дела. Артистам тоже необходимо владеть специальными навыками кукловождения. Ведь разнообразие кукол, с которыми работают актеры, предполагают не только профессиональную игру на сцене, но и умение справляться с механикой, мимикой и другими особенностями той или иной куклы. В нашем театре используются различные системы кукол. Планшетные, тростевые, паркетные, перчаточные, марионетки. А также очень любят наши дети спектакли, где используются ростовые куклы, когда актер надевает на себя куклу и работает в ней в живом плане. За все время работы театра выросло несколько поколений детей, которые посмотрели сотни постановок в самых разных жанрах. Взрослый зритель тоже не обделен вниманием. Сейчас в идущем репертуаре около 50 спектаклей. А благодаря насыщенной гастрольной деятельности наш театр знают не только в республике, но и далеко за ее пределами. Ирина Кичигина, Захар Головин, Нерюнгри. Продолжая тему культуры, сегодня расскажем о традиционном песнопении якутского народа «Асохае». Не так давно в столице республики собирались лучшие молодые запевалы. Инициатором и организатором такого молодежного мероприятия стала заслуженная исполнительница «Асохае» республики Антонина Алексеева. По ее словам, все конкурсанты готовились к этому долгожданному волнительному дню основательно. Приняли участие около 50 молодых запевал из разных уголков Якутии. Жюри оценивали богатство языка запевалы, голос, технику конкурсантов и многое другое. Напомним, асоха является традиционным хороводным круговым танцем народа Саха. Во время танцующие, взяв друг друга за руки, перемежаются с ноги на ногу, двигаясь в неторопливом темпе. Темп движения непостоянный, регулируется ведущим и ускоряется на припеве. Я начал исполнять асохай с 2015 года. Сперва я выучивал наизусть, а сейчас упорядочиваю и воспроизвожу то, что приходит мне в голову. Когда ты этому уже научишься, даже в обыденной жизни, дома или на работе, слова асохая постоянно крутятся в голове. И когда ты выступаешь, то это не вызывает затруднений. Где народные песни, там и быт. Теперь жители Ленска могут посмотреть на национальный быт глазами детей. Так, во Дворце культуры «Юность» открылась выставка рисунков «Моя Якутия», к слову, посвященная столетию образования нашей республики. Моя коллега Юлия Золотарева поделится подробностями. Якутские обряды, быт охотников или, например, как первобытные якуты встречают самолет. С этими сюжетами можно познакомиться на выставке «Моя Якутия». Ученики художественной школы от 9 до 16 лет представили 37 работ, как в акварельной технике, так и нетрадиционной. Например, узоры на картине с быком рисовали ватными палочками. Прежде чем свой замысел перенести на лист бумаги, ребятам необходимо было познакомиться с творчеством знаменитых уже художников, изучить культуру, традиции народа, быт народа, конечно же, особенности костюма национального. Рассматривали художников якутских. Это большую часть мы ориентировались на Осипова, самого известного художника Якутии. Художественная студия хочет получить звание «Народный коллектив», поэтому в следующем году они отправят заявку в Министерство культуры Якутии. В Ленске статус народного коллектива есть только у танцевального ансамбля. Руководство уверено, шансы есть, тем более под условия подходят. За 10 лет работы студия добилась успехов на районном и международном уровнях. Юлия Золотарева, Олег Соснин, телеканал «Алмазный край».
Поговорим и о спорте. Якутянин Юрий Михайлов выиграл чемпионат Дальневосточного федерального округа по супермарафону. Соревнования по шоссе на дистанции 100 километров прошли в городе Биробиджан. Юрий Михайлов из Вилюйского района пробежал дистанцию с лучшим результатом. Соревнования проводятся уже в 3-й раз. Здесь собираются профессиональные спортсмены и любители бега практически со всего Дальнего Востока, Забайкалья, Хабаровского края и Амурской области. А вот оленевод Прокопий Павлов из села Желенда получит от Алроса 1 000 000 рублей. Он выиграл главный приз прошедших в Оленёкском районе гонках. В Оленёк на празднование ежегодного Венкийского дня оленевода съехались жители из разных районов Якутии. Праздник отмечают несколько дней. Участники успевают и потанцевать, и приготовить на скорость строганину. Однако самый зрелищный момент – гонки на оленях. 1,3 километра едут верхом, 10 на упряжках. Соревновались взрослые и дети. Самому юному наезднику 6 лет. 6 лет мальчику! И в завершении прихода весны ждут очень даже в самых южных регионах. А представляете, с каким нетерпением ожидают ее не только у нас, но и на Ямале. И так радуются ее приходу, пусть пока только календарному, что празднуют его почти 2 месяца. С первой недели марта и до середины апреля, устраивая грандиозный кочующий фестиваль «День оленевода». Кочующий, потому что он и правда как будто кочует по всем населенным пунктам полуострова. В каждом праздничные мероприятия приурочены к своим датам. Их много, они впечатляющие и очень колоритные. Необычные национальные спортивные состязания, вроде метания тынзяна на хорей, то есть забрасывание ненецкого лассо на 3-метровый шест, при помощи которого управляют оленей упряжкой. Парады оленей, гонки на ездовых собаках и охотничьих лыжах, дегустации национальных блюд в нарядных чумах и мастер-классы по их изготовлению. Ну и, конечно, народные песни, танцы, конкурсы костюмов, игры и гуляния. Можно будет перепробовать с десяток разновидностей строганины и блюд из оленины и таежных ягод, накупить аутентичных сувениров и освоить игру на варгане. В каждом городе и поселке своя программа празднования. Можно перемещаться из одного в другой вслед за праздником или выбрать самые интересные точки. К этой минуте у меня все. Мы продолжим говорить о новостях на телеканале Якутия-24. Оставайтесь с нами.